Камарбзеем и Губрибом. Я Давид, а это раскольник Дорофей Дбар. Так его называют в оккупированной Абхазии, но о нем чуть позже. Каждый раз, когда в Абхазии кто-то берет в руки лопату, перед ним открывается история Грузии. Куда бы ни ткнули лопатой, землю, горы, руины, отовсюду открываются грузинские надписи, лапидарные строки и артефакты. В общем, целый культурный пласт. Уже скоро похожие археологи будут копать не для науки, а исключительно для спортивного интереса. Мол, угадай, какого века грузинская надпись на грузинском письме Асамтаврули. В августе 2025 года в оккупированной Абхазии в селе Анхва в ходе археологических раскопок древней церкви раскольник Дорофей Дбар обнаружил грузинские артефакты и лапидарные надписи примерно XI века. Хочу отметить, что Дорофей не пионер в этом деле. До него в разные периоды в Абхазии обнаружены свыше 100 грузинских лапидарных надписей. В этой части, вот именно здесь, в этой части, мы обнаружили 3 фрагмента архитектурных деталей с орнаментом и с надписью на Асамтаврули, то есть это заглавная церковная письменность грузинская. В общем, обращаюсь к Дорофею и к другим отцам абхазской археологии. Ребята, копать дальше бессмысленно. Сколько можно снова и снова натыкаться на грузинскую надпись? Раз за разом находить доказательства того, что Абхазия была частью грузинской цивилизации. Единственный выход – закопать сами лопаты, а еще лучше зацементировать землю, чтобы, не дай бог, грузинская история снова не проросла сквозь слои сепаратистской идеологии. И под конец изюминка. Посмотрим, как Дорофей отмазывается от вопроса, почему обнаруженные на территории оккупированной Абхазии лапидарные надписи и артефакты в основном грузинские. Когда мы все эти надписи находили, меня спросили, вот как это происходит, отец Дорофей. Я говорю, вот сейчас мы работаем в 21 веке, в 2025 году. Значит, вот это археологическим объектом занимаются абхазцы. В нашей группе есть русские, есть армяне, да, значит, которые участвуют в этой группе. Но мы все здесь общаемся на русском языке. Когда я веду запись журнала, описание находок и так далее, мы все это делаем на русском языке. Пройдет какие-то 400 лет, я не знаю, 500 лет, человек снова заинтересуется этим объектом, и он может сказать, что, вы знаете, здесь жили русские. Почему? Потому что все, что мы находим, все записано на русском языке. Абхазцы были здесь, и как сейчас, они использовали все те языки, которые в этот период входят в активный оборот. В первом тысячелетии греческий язык, с XI века Асамтаврули. Окей, Дорофей, ответь, как же умудрились древние абхазские цари, князья и так далее, пользуясь греческим и грузинским алфавитом, не оставить ни одно слово на родном апсуа языке, используя любой из вышеупомянутых письменностей или на любой из письменностей, известной в то время на планете Земля. Да, кстати, за последние 100 с лишним лет абхазы оставили много письменных доказательств на кириллице. И опять это навязчивая логика. Абхазы, а вы там точно были в X, XI, XII и так далее веках?